Что, братцы, всем здрасте. 6 июля. Сегодня, наверное, по всей России у многих, ребята, церковный праздник такой. Ну, у нас как заключается, ребята, в этот день мы моемся свежими вениками, березовыми свежими вениками, паримся прям шикарно. И, не знаю, ну, так учили деды мои, родители. После этого, как мы попарились, мы кидаем эти веники старые вот эти, да, которые попаренные, на крышу. И с тем самым ночью дух какой-то, не какой-то, да, скажем, ребят, забирает вот эту грязь, вот эту болячки все. И люди живут здоровые. И у нас сегодня, ребят, на рыбалке будет то же самое. Беру баню с собой. Алтай, палатка универсальная, как баня. Вот как раз хочу затестировать ее как баня, ребят. Погода шикарная. Неделя стояла у нас прохладная. Но сейчас вроде как потеплело. Сегодня 25 градусов, 28. Приехал я с утра в деревню к маме с Кириной Андреевной, с дочкой. Собрался, ребят, жду ребят. Сегодня еду с Илюхой и едет у нас Андрюха. На канале он еще не был. Ну, мы в свое время с ним вместе даже работали. Потом судьба нас как бы разбила в разные уголки. Ну, тут Андрюха смотрит канал и, блин, возьми где-то порыбачить, отдохнуть. И, короче, у нас так получилось, что Андрюха, наверное, будет легенда, ребят, на канале скоро. Но это чуть попозже. Я вам, ребят, все потом конкретно расскажу. Андрюха будет прям история канала в дальнейшем. Но это, ребят, все дальше будет. Короче, у Андрюхи есть УАЗик, хороший прицеп. Где-то они с Илюхой в Визинге грузятся шкурдяком и едут за мной. Сегодня едем на машине, едем на точку. Сегодня у нас баня, ребят, продольник. Ну и, конечно, вечером фидер. Все вроде взял, ничего не забыл. Точнее, все забыл, ничего не взял. Немножко зелени с огорода. Зеленушка, ребята, уже пошла. Ну, вроде как конец июля будет прохладный. Ну, будем смотреть, конечно, разбираться. Ну, короче, ребят, сегодня выход. Так что сразу, ребят, пальчик в воздух, понеслась. Сейчас немного расскажу, что взял с собой. Покажу, как обычно, делюсь с вами. Сколько занимает вещей, чтобы культурно, массово отдыхать. Даже одни сутки. Погнали. Вездеходик, ребят, стоит у меня вот здесь, вот так накрыто баннером. Спрашивают: Андрюха, где у тебя вездеход? Вот он, ребята, стоит прямо возле огородов наших. А вот там, где горбыль, там будет постройка гаража большого. Все планирую, немного вот материал завозим, постепенно. Ну а там весь мурдяк у меня и мотособака вот стоит там. Все говорят: Андрюха, ты что, продал своего тофига? Нет, ребята, все стоит у меня, все нормально. Вот он, ребята, скучает, красавица, ждет меня. Вот так я его загнал. Ну тут, конечно, бардаком немного закидан, так как приехал-уехал. Здесь у меня все, здесь моя жизнь вот в этом маленьком сарае. Все, ребята, он стоит, ждет меня, ждет зимы. Братцы, по вещам. Вот здесь спальники, вещи теплые, бродни, забродники, короче, носки, там все это у меня сумка вещей. Печку взял, так как будем делать баню, ребята. Раскладушку, чтобы сидеть. Вот эта сумка у меня кухня, сами знаете. Снасти, пила, палатка Алтаю, в которой будем париться. Продукты, прикормка, закидушки. Здесь у меня, как обычно, гаджеты, фидерная оснастка, поводки, крючки, грузила. Ну и здесь небольшая мебель, это стул, стол. Короче, в общем, не особо много, но опять же, все габаритно, все занимает немало веса, плюс палатка 13 килограмм, здесь килограмм 50 под 100 шмурдяка. Так, все, вещи готовы, все на сборе. Сейчас заедем еще немножко прикупимся продуктов. Здесь у нас на поселке. Ну и все, едем в другое село. Пойдем по тайге, ребята, так как техника хорошая. Я думаю, после дождей будет плоховата дорога. Я думаю, проберемся. Короче, все, ребята, понеслась. Ну вот и братья едут на УАЗе. Ну что, хлопцы, что-то я опять устал ждать. Я говорю, туда-сюда, что-то потом он зарядку забыл, теперь мелкого завезли. Все, грузимся? Да. Я еще ему говорю, блядь, рецепт, нахуя? А я же, когда работал на почте, на этот Хантер был, там сзади сидели. Ну что, хлопцы, по коням закупились, полетели. Наконец-то. Прямо, да?
А выезжай, Андрю, где хочешь. Ну. Ну, не меньше. Опа! С ветерком от птичьи. Немножко сыровато было, ну на такой машине без проблем. Все, набрались, братцы. Наши обрывы, наш галечник. Сегодня будем здесь будем балдеть. Вот нам туда, родные. Вода поднялась, видно. Ну ничего. С прицепиком загрузился, блин, и милое дело. Лишь бы дождя нет. Осталось. Подъемчик такой, да, нехилый. Сетку, не сетку, бля, как Есть его ладушки. Мила, снижатор, со Артемом приезжали? Васька за нами приехал. Он тогда приезжал в снижатор. Не настолько уж безграмотный, маломальский, ты знаю.
дело, ну и такое, непонятно. Жара стоит, блядь. Понял, че? Что, ребятки, все у нас как бы все по плану, в принципе. Илюха накачался быстро. Все, пошли они за личинкой. Будут добывать миногу, личинку, так как хотим ставить продольник. Ну, ребят, вода вообще прибыла жестко. В принципе, последние ориентиры, вот видно. Вот эти были рогатульки, край берега. Вот сидели ребята. Это наши, кстати, чурбаны, помните, ребят. Мы, кстати, на том месте, где вот пару рыбалок было. У Илюхи день рождения здесь ребята отмечали. Все есть на канале. Можете посмотреть, в принципе. Вода поднялась, да, вот тропинка вот эта. Я здесь, в принципе, переходил. Она вот вся в воде. Дожди были сильные, ребят. Сильно у нас поднялась водичка. Ребята колонку вырубили, все, полетели. Ну, у них сейчас будет тяжелый процесс, я так думаю, потому что сейчас придется немножко понырять. Кочки я затопило, свежие, а живые кочки, они в воде стали. Ну все, я здесь за главного. Буду заниматься. Все, ребят, с местом определился. Там вот баньку поставим там. Там как бы и камни есть сразу, потому что здесь не особо все сжечь. Тут мусор накидали немножко. Вот на той траве. И камни здесь подобрать можно будет. В воде хорошие камни. Вот здесь, братцы, поставлю на камнях. Так, это Алтай, ребята, УБ-2. Универсальная палатка. Она идет как и баня. То бишь универсальная палатка, как зимняя, как летняя. И еще утверждаю, что как палатка баня. Вот сегодня мы ее испытаем. Давно хотел все этим заняться. Как раз буду смотреть. Так, ну что, тут задновидного типа. Выход туда на речку сделаем. Опа. Опа. Все, тут быстро, ребята. Сразу тянем, ребята. Потому что, блин, у меня были печальные случаи. Утаскивал, блин. Приехал, а палатки нету. Поломал. Кто со мной давно знает этот видео. Кто в инстаграме, ребят, подписан. Видели, как я ее делал. Так что всегда ссылочки, ребят, оставляю на ВК. Много чего интересов в моей жизни происходит. Я выкладываю, бывает, в инстаграме, ВКонтакте. Непосредственно не только в ютубе, но и там. Утянемся, ребят, потому что сейчас вот вроде спокойно. Не дай бог, ветер. Галька. Опа. Плохо втыкается. Вот так вот. Ну все. Маломайский утянулся. Юбку расправляем. Вот так. Ну что, все. Банное место здесь. Выход под печку. Я его закрывал. Сейчас мы его открываем. Кстати, за сколько? За 3 сезона, за 2, за 3, да, ребят. Палатка поменяла цвет. Вот был такой цвет, видно, оттенок. Ну, немного, ребят, он покраснел. Но это нисколько не говорит, то, что, знаете, прям камуфляжа не остался. Он просто стал таким красноватым оттенком. А был вот таким. Все. Есть терс. Все. Так, сумка. Сумка нам помешает. Мы ее убираем. Вот она так отстегивается. И здесь есть боковые карманы. Мы туда ее уберем. Все. Окна я закрыл под баню. Чтобы нас ничего не пропускало. Чтобы было намного теплее. Ну, эти карманы я не буду спускать. Все, отлично. Идем дальше. Ну, поставим в сердце бани. Опа, это печь. Печь, ребят, пошехоночка. Кстати, с этой компанией я вообще работаю давно. И ссылка, ребят, у них на все товары на туризм.
в описании. И, ребят, по моей ссылочке 10% скидка на любой товар. Печки, спальники, вообще коврики, посуда, что угодно, ребят. Для туризма беру только у них. Молодцы ребята, быстро доставляют. Сейчас заказал с Ларисой Юрьевной у нас такого же цвета 2 новых спальника, так как у меня в той сумке, ребят, видели, уже весь поплавился. Заказал специально нам 20 минус. Печки, ребят, кстати, турбо печки, все у них брал. Ребят, заходите, смотрите, и обязательно по ссылке, чтобы скидочка была. Ох, зимы, ребят, не доставал печерку. Твое дело пришло. Пошехоночка. Кстати, есть у них 15 литров, 20, 25, 30. Я самую большую взял, ребят. Так как у меня УП 3 есть. Ее надо обогревать. Вот такая печурка, ребят. Там выход, коридор, заглушка, 2 экрана. Ну и, соответственно, ножки. Все, что смотрю по ветру, в принципе. И направляю. Вот видите, какой, ребят, налет идет. Направляю туда его. В данном случае у нас вот туда и идет. Все. Десятка, ребят, слесарь токарь выточил. Все отлично. Что на эту палатку, что на ту я так и сделал. Все, огонь. Все, у нас здесь печурка, ребят. А здесь поставлю раскладушку. Будем париться. Вот так вот. Печка большая. Вот так вот. Тут ведерко, ребят, вполне помещается. На парилку нам, в принципе, нормально будет. Так, идем дальше, ребят, по этому комплекту. Раскладушки, ребят, раскладушки медведевские. К сожалению, ссылочки у меня нету на них, потому что заказывал Женька. У меня близкий себе и мне. Мы сделали дешевую доставку, потому что 2 раскладушки по транспортным было. Ну, ничего лучше я их не нашел, ребят. В Алтае тоже есть свои раскладушки. Ну, вот почему-то вышли на медведя. 400, ребят, килограмм грузоподъемность. Раскладушка это не какая-то там китайская дешевая раскладушка, которая может сломаться. Настоящая, хорошая раскладушка. Мы с Лариской даже спали с ней вдвоем. Все шикарно. Вот и все. Так, братцы, идем дальше, наверное, что тоже много вопросов задают постоянно. Андрюха, что за топор? Ребята, это подарок от Ларисы Юрьевны. Победит. Это не Фискарс. Топор колонн, кстати, тоже. В районе 3000 стоит. Это Лариса Юрьевна мне подарила на день рождения. Ну, блин, топор пушка, ребят. Вообще, от него прям кайфую. Да, он уже у меня весь потрепанный, но живой. Заточку даже еще не делал. Вообще неубиваемый. Классная вещь. Прям рекомендую браться. Фискарс 6000 стоит. Это 3000. Это средний. Есть маленький, есть большой. Еще есть колонн даже, наверное. Ребят, то, что я раздетый, ну, блин, оводов очень много. Куча прям их грызут. Все, подпалим, пускай водичка греется. Пользуюсь горелками, ребят. Тут быстро, потому что она даже выручает и в дождь. Старая моя, я даже не помню, что за моделька. Я оставил возле костра и пьезу, ребят. Подпалил пьезу.
Но она работает, если, допустим, вот так взять, зажигалка, прикурить ее. На день рождения сейчас Алена Сергеевна, мама моя, подарила мне новую. Вот. Очень горячо и надо немножко включать. Все верно. Давление большое от жары. Распаливаю печку, ребят. Немножко этих камней, гальки. Сейчас как-то попробую обложить. Не знаю, ребят, вредно, не вредно, но надо, говорю, с воды брать. По сути. У нас баня небольшая будет. Чисто попариться. Так что этот... Может и нормально будет. Так, сейчас буду обкладывать. Так, так. Ну все, в принципе, ребята, обложил вот так маломайски. Можно и больше. Ну вот так достаточно. Все, печурка распалилась. В принципе, можно и жару дать. Можно и прикрыть немножко. Пускай чисто нам, чтобы надо, вода нагрелась. Камни много пропалились, потому что до красна она сейчас наколется. Камни берешь, так они прямо от солнца очень горячие. Я знаю, сейчас будут писать, Андрюха, вот это неправильно. Ну вот, ребят, походная баня. Это вот сполоснуться, допустим, если мы на сплаве, да, там 4-5 дней, а нам еще столько же плыть. Вот, чтобы помыться от кантикомарина, от мошки, вот так быстро. Вот так это пробуется все. На походных печных банях здесь, ребят, сетки. То бишь края полностью все обкладывается. Естественно, здесь подаешь, так подаешь. Но у нас пока будет так. Откроем, пускай топится. Вода нагревается, потом уже поставим нейтралку. Отлично. Братцы, ну что, идем дальше. Подпалим весь бардак. Собрал тут все по окрестности. Бычки сюда все собрал. Ну, заодно разожгем костерок. И сварим картошку и яйца на окрошку. Сегодня мы хотим окрохи погреть, ребята. Окрохи хотим сегодня похавать. Вот так вот. Аккуратно. И чуганчики. Картоху сейчас сюда. Ну вот, братцы, еще дело сделали. Отлично. Так, пойду баньку проверю, как там у нас дела. Все, пока всяких вам не жгу, так как продукты. Потом вот в костер отдельно добавим, и все нормально. Ну все, вроде тут почистил, бычки подсобрал, он все накидал возле костра. Кто-то, короче, курит, но воду не бросает, тоже молодцы. Братцы, берите просто пепельницу с собой. Кормитесь кукурузой, оставьте эту банку и туда бычки кидайте. Один бычок 10 литров воды. Проверено. Я бывает нет, сам, конечно, кидаю, но, блин, если уже так пошло дело, то уже давайте уже до конца идем. Ну а что тут как дела? Ох, тут жара и вода-то уже, ребят, нагрелась. Камешки падают.
Тут уже жара. Угу, все, уже металл расширился. Пекло уже. Хе-хе. Ёлка, блин. Тяжелая древесина. Так, ну чё, яйца вот точно уже сварились. Что передержал даже, блин, как будто, наверное. И охлаждаться, ребятки. Охлаждаться сейчас поставлю. И туда их. Все. На холодильник. Вода. Вот так вот. Ух, да, жара. Вот и хлопцы, ребят, потянулись. В принципе, на все готово уже. На ужин, на баню. Отлично. Все, что? Сейчас сразу крошка пойдет. Пацаны прибыли. Голодные, говорит, мы. Сейчас будем, значит, окрошку, ребят, делать. Все, хлопцы на базе, ребята, сразу начали тут. Илюха накинулся на нарезку. Че, как, Андрюх, слазит шкарлупа? Огонь? Четко. Все четко сделано, да? Сейчас у нас сегодня, ребята, крошка, как я и сказал, будет на ужин. Ну так мы сейчас холодненькую минералочкой зальем. У нас есть вот минералочка, а там, кстати, охлаждается у нас еще, точно. Ну и все, банька топится уже, вода вскипятилась, камни прогрелись. Сейчас вот поужинаем и, наверное, в баньку сходим. Прям Илюха тут потрошит овощи, картоху. Ну, стандартно что, да, Илюх? Уксус, майонез, да, вода. Да. Кстати, пишите, ребятки, как вы сами делаете. Я знаю, что в Украине, в Беларуси там кефир там добавляют, квас. Мы по-простому что-то вот с уксусом привыкли, с майонезом. Может и вредно маленько, но вкусно. Как бы летом самая классная закуска. Да не то, что закуска, не знаю, прям в жару, блин, классно она идет. Вот. И чуганки пошли. Сейчас забодяжимся. Как тебе, Люк, нож, кстати? Ну, такой, что пойдет готовить. Можно и готовить. КамАЗом там все нахуй завозили, все строили. Братцы, у нас банька готова. Окрошка прям на подходе. Все, классно. Красиво. Там еще Так, ребятки, ну что, у нас веники пошли? травки, веревки. Ага. А тряпки, веревки тоже будут? Да что там как-то без этого. Травки-то надо. Только где ты здесь? Рябину ладно. там. Рябину, лютик надо. Ну это надо бы по полям, когда ехали, ребят, собирать. Сейчас-то что уже, куда? Это лишнего. Так, Нам так на один Андрей, раз. Я солю сразу там. Во, первый есть. Кому это, Люхе? У него жопа большая, ему такой пойдет. Салатом останется, да? Накладывать будем. Положим, да, и уже целиком размешаем. Просто если мы этот чан сделаем, он через 2 часа скиснет у нас. Ну, да, 30-ка на улице. Ну что, окрошку мы делаем с майонезиком. У меня мазики есть. Присутствует. Все, пару пачек мы сейчас туда его забодяжим. Вот так вот.
Раз. Что, сюда или куда будем заправлять? Маленький. Сейчас давай положим сразу. Подожди, сейчас я сюда переведу ее, чтобы под руку ложить было. Угу. Остатки были с прошлой рыбалки. Будешь черный хлебушек? Черный, да. Я тоже черный буду. Что, мешай, Илюх? Подожди. Майонез еще нужен? Ты сколько ты положил? Да, нормально положил тут. Ну, давай, мешай. Подожди, подсолим. Нож. Мальца уксуса. Одну ложечку, да? Ну да, это не переборщи, чтоб этот. Да, он потом очень будет ядерный. Попробуй, что. Так, четко соли мало. Ручка маленькая, да? Сюда надо перевязать. Руби, Андрюх. Давай, иди делай. Я отрублю. О, ручка красивая. Ох, тут прям. Сколько стоит, Андрюх, веник? 100 рублей пара. 100 рублей пара, да? А дубовый сколько? Ну, не знаю. Дубов нету у нас, да, Андрюх? Колдунов, да. У нас дубов, ребятки, Ну, нету. хлопцы. Все, приземлились. Так, но еще не приземлились, еще делов вообще куча. Сейчас еще продольник завозить. В бане еще попариться надо. Вечером на фидер. Ну ладно, успеем все. Я говорю, пару суток надо, хлопцы. Пару суток. Да, Тогда вообще вот без гемора вот этого. Понимаешь. Ну что, за кроху? Давайте попробуем. Что там Илюха набодяжил на минералочке. Мы только заехали, я ВКонтакте эти всю хуйню выложил. И на следующее лето просто как муравьи. Ебать, копса нахуй трещит, ебать. Металл уходит. Да, там все вытащили, все. Там больше не надо было так делать, да? Там составы стояли нахуй на тупиках. Миллионы, блядь. Конечно, миллионы. Так он сюда в широтное не сдавал ведь. Что думаешь, так сдавал? Он вывозил. Так давай хотя бы еще по рюмочке ебанем. А сейчас мешок наберем и придем, Андрей. Резко встали, убежали, я даже не понял, что случилось. Ну все, братцы, вроде солнышко уже под закат. Все спряталось. Солнышко только там на той стороне, а у нас уже спокойно. Палатку немножко греет. Все, братцы вот ставят продольник. У нас прямо отсюда сегодня попробуем поставить. Ну все, я на фидер падаю. Подкидывал сейчас баню. Жара, ребята. Классно. Все, сейчас займусь прикормочкой. Туда-сюда. Все классно. Погнали. Ну что, начнем с прикормочки. Как обычно, ребятки. Набрал всяко разного. Это старая меласа у меня. Смотрите, ребят, что у меня такое есть. Горох, конопля консервированная. Хочу попробовать вот такую штуку. На закидушке поставим. Так, дальше. Дальше. Здесь у меня остатки, ребятки, с той рыбалки. Замороженная была. Вот она. Плюсом
старый опарыш, ребят. О, тут еще и живые даже есть. Оплодились уже, которые. Ну, почему старый? Думаю. Взял, потому что рыбий вкус. Вон, смотрите, какие кости рыбьи. Вот такие фракции, они тоже пойдут. Вот так вот. Ну вот эту. Тоже туда. Огонь. Все это сожгем. Ай, миласочки, миласочки. Сейчас будем мешать, ребят, такую штуку. И даже вода не помогает, кстати, говорит, ноги смешивайте, говорит, с водой. Нифига, она такая штука, что даже не смешивается. Вот такой ведерко, ребят, получится у меня сегодня. Вкусняха такая. Полбанки Илюхи оставляю. Хороша кашка. Хоть бы сам ел, блин. Столько денег, если посчитать вот так относительно. Как обычно, поторгнулся, ребят, ничего сложного. 2 петли. Женька, кстати, меня научил. Женек, если будешь смотреть, привет тебе большой. Я все с противозакручиванием бодался. Он говорит: Андрюх, отойди от этого всего. Вот. Петля, ребята, основная. Вот чуть ниже маленькая петля. К ней поводок, петля, петлю. Здесь на застежку кормушка. Все. Ничего не путается, все классно. Так, ну по кормушкам, ребят. Здесь галечник, кстати, вот могу сразу определиться. Вот такие на гальке, они не работают, они впадают и зацепляться за камень. Вот эти вообще огонь. 100 грамм. Так, 100 грамм, наверное, выше поставим. 90 ниже. Взял, кстати, маркер на Грузово, ребят. Промеряюсь. То пишут: Андрюха, типа не промеряешься. Все промеряюсь, ребятки. Так, поближе надо сесть к воде. Все нормально. Это второй. Погнали. Вот такая бровка, ребят. Первый подлещик. Маленький, конечно. Ну, понято. Понято, значит все будет. Будем кормиться. Так, это у нас дальняя бровка. Опачки. Поближе. Все, водичка тут закипела. Ох, тут Ташкент, ребята. Огонь. Тут огонь уже, париться можно. Так, ну что, мелочушка пошла. Мелочь собралась. Хлопцы расставились. Идут на лагерь. Отлично.
Илюх, пацачек, давай. Пацак, давай, говорю. Кто-то есть, ребят. Ух ты. Ну, шевели батонками своими. А, щука. Щука в мелочь взяла. Я еще не откусила, смотри. Я думаю, что такое, блин? Смотри, сперва взяла маленькая, потом за нее щуку взяла. Угу. Блин, я думаю, там что такое, блин, было, а там, кажется. Смотрите, ребят, как повезло. Видишь, Андрюх? За ус зацепилась, да? Мелко шаклей даже, смотри, из-за ус. Ну, это фартит, а так обычно поводка нету. Ну, поводок поменять надо. Вот так. В любом случае. Смотри, жрет, главное, полная, блин. Вот так, щучка. Ну, это бонус, ребят. Таких надо забирать вообще. Гадюка попалась, злодейка. Блин, я думаю, что такое, блин, бьется там ненароком, блин. Сильное что-то. Ладно. Такую злодейку заберем. Такую злодейку заберем. Пускай она не... Так, ребятки, что... Да не, мелочь. Андрюх, мелочушка. Ну, говорю, густерка, она, ну, скопилась, ну, на корм пришла. Это хорошо. Это будет лещ ночью. Мы так надеемся, Андрюх. Все, братцы, водику поймали. Парни приплыли. Сейчас пойдем на баню. Самый сегодняшний у нас пик. Это банька. Первая запланированная штука сегодня. Ну да. Огонь. Сейчас погреемся здесь. Ах. О, вот тут нагрелась алюминька. Так, за это будем знать. Еще снимаю крестик, ребят. У меня тут такие иконы висят. От бати подарок еще, кстати, блин. Берегу его как себе. О, тема. Опа. Железо горячее, пипец. Так, Андрюха, туда аккуратно, вот это я обожегся вообще. Железо горячее. О, как, пацаны? Вообще Как? заебись. Огонь? Огонь. Сейчас погреемся. Полевая банька. Ну ты что так издеваешься? Ну а как потом? Как ты его будешь мочить? Его же намочить-то свежий не надо. Он над паром чуть подержал, да и все. Тут надо было, короче, по одному, потому что иначе что тут получится. А мы сейчас, я туда вот отойду, в стороночку. Да, по одному тут правильно, Андрюх. Кидай туда на подушку. По одному, ну, по одному каждому. Прекращай, прекращай. Замки-то горячие. Ноги подними, брат. Да ну нахуй. Присаживайся. Маловато. О, хорошо. Ноги наверх. Ой, Илюха напарился сам. Ну что, потеем маленько. Вспоминаем прошлое. Сегодня Иван Лун, да, Илюх? Да. Ты по церковной там двигаешься? А? Ты же больше по церковной. Ну, конечно, Иван Лун. Как, не Иван Лун? День Ивана Купалы, по идее, по-русски. Иван Лун это у нас по коми. А в России вообще Иван... Кстати, сегодня звонил в Ижму, у них такого нету, понял? Ну, потому что Ижма это другие диалекты вообще. Это другой народ, по сути. Так, маломайский, ребят, ну, не, можно, да, вот так от антикомбарина, короче, ребята, вот,
А если, допустим, на сплаве недельку и вот так попотеть, ребята, это вообще пушка. Смотрите, сколько пота. Маньяки еще дают. Вообще жесть. Вот это круто. Вот это я использовать буду в любом случае в походах. Блин, 13 килограмм, ребят, 10 печка. И пила, плюс получается пятерка, да? Ну, плюс дрова как бы свои. Камней как бы не особо найдешь на лесных речках. Ну, блин, жену отпарить здесь, что попутала, вообще классно, ребята. Там Андрюха вообще парят. Страшное дело. Мощно, ребят. Плюсую вообще. Круто. Ты на ногу мне, ебать. Рыбалка, да? Я в ахуе, ебать. Такой рыбалки еще никто не видал. Я говорю, это видео? Ой, блядь, нихуя. Начали журить там этой хуйней бабы, блядь. Смотри, Андрюх, густера, Я сколько раз с ними ругался, нахуй. Ну что, братцы, добрый вечер. Уже 23:00. Сейчас такой сход, ребятки, был. Блин, вообще. Илюха бежал с оттуда. Не достали. Хорошая рыба была. Но не наша. Вакансия, ребят. Потемнело уже. У нас, кстати, 22-го, да, это самая длинная ночь. Точнее, это самый длинный день. Короткая ночь. Июня была. Сейчас уже, ребята, у нас пошло на убыль. Сейчас у нас немножко потемнело уже. Все уже видно даже. Потихоньку, помаленьку. Ну что, у нас костровище. Сидим с Илюхой. Илюха бодается, я бодаюсь. Кормимся, ребятки, кормимся. Андрюха пошел спать. Пошел спать. А мы будем сидеть, ребят, всю ночь. Будем смотреть. Так что ожидаем. Сейчас включу фонарики. Понеслась. Ну вот, братцы, что, стемнело уже. В принципе, все видно, хорошо. Не особо так темно, скажем, но на камеру по-любому темно. Два фидера, Илюха сбоку, Андрюха лег спать. Хороший скот, ребята, был вообще классный. Блин, там хорошая рыба была. Ну что, покормимся, наверное, что? Посидим, кого-то все равно дождемся. Прощаюсь на часик, ребят. Раз, два, три. Аж тащило, блин. Ох ты, ребята. Там какой-то монстр. Где у нас подсак-то? Там или показалось, или какой-то монстрило сидит. Вообще не идет. Ох. Да, вот это мы спим, блин. У нас тут такая рыба клюет. Я не допру против течения, ребят. Я не допру. Просто стоит и все. Вот это да. Пацаны же сейчас спят. Что там интересно такое? Если оставлю, уйдет, нет? Интересно. Потому что мне вот этот не мешает мне. Фидер. Смотрите, ребят, какие рыбки. 18-й поводок. Крючок маленький. Все, стоит просто. Не могу. Так, поставлю. Этот уберу. Попробую.
Что зацепился, блин. Так, где там что? Куда? Блин. Обрежем. Вроде на месте. На месте вроде. Это, походу, ребят, бонус фидерный. Ох. Что такое-то? Ночью тоже был сход. Мощный, ребят. Сейчас этот еще рогоз будет мешать. Все понятно, ребят. Я понял, там кто. Там вроде. Ну, это фарт. Походу уйдет, блин. Возле берега не даст мне. А, судак. Смотрите, какой. Второй. Да. Смотрите, ребят, какой. Ну, это тоже вообще матерый. Смотрите, братцы, какой. Смотрите, как сидел. Вот это да. Круто. Блин. Проснулся, ребятки. Пацаны еще спят. Утро. 6 утра. Ух. Пушка-бомба. Вот это разрядка с утра. Адреналинчик. Он уже устал, бедолага, сам. А меня помучил немножко. Ух. Утренний бонусок, ребята. Вы представляете? На фидер второй у меня в этом году. Я просто в шоке. Второй в этом году, ребята, и на фидер. И, блин, у нас с этой рыбой не так сильно-то, конечно. Кукасы, ребята. Кукасы, судак. Ребята, я подумал, что это стерлядь. Но вот рыбки вот эти, да, вот эти такие. Он идет как бревно. Вух на дно, вух на дно. А так я изначально думал, что это стерлядь, ребят. Охренеть просто, блин. Утренний заряд такой дало. Охрененно. Разбужу. Хорош спать. Родоподъем. Форма одежда номер раз. Хорош спать, встаем. О, короче. Устав, походу, вам этот. Время уже в туалет, а мы еще не ели у меня. Здесь у Люхи. Я же говорю, что-то есть. Походу снесло так. Вот так, ребята. Лес лесом, а гигиена должна быть. Вот Андрюха молодец. Зубную щетку взял, пасту. Что-то катушка, ребят, затрещала у меня после судака, блин. Ну, что зацепилось куда-то. Рыбина. Ничего нету, не сработал продольник. Да.
Базара ноль. Херня какая-то, блин. Вообще. Не то слово, херня. Хернище Что-то какое-то. в этом году не идет, да, он у нас Вообще. слабо, блин. Пекет, ребята, пекет, жарко. Так, Илюх, что на завтрак? Чай. Чай, да? Чай. Логично, чайку нормально тоже буду. Что Чай, пожарим сейчас? мяса, мяса это хорошо. Я не скажу, что, блядь, армия, нахуй. Я хотел убрать, потому что там будет цепляться у людей. Да. Красная, наверное. Ну, блин, звонок хотел. Сейчас такая гора, ребята, подъемная. Все эти вещи поднимаем потихоньку. Все. Самое нелюбимое занятие, наверное, это сборы. Ну что, братцы, все, собрались. Напоследок еще искупались. Пока теплые денечки, надо воспользоваться. Ну что, отлично отдохнули. Мне надо было с Андрюхой пообщаться, вывести его на природу. Мы это сделали. Продольник, ребят, не сработал. Один голавль. Правда, я не видел, но вы, наверное, видели. Бонус на фидер, блин, вообще красота. Ночью были пару сходов, кстати, у меня крупных. Прям пер. Тюх. Не допер. Ну, так, по мелочи. Густера вот это. Пару подлещиков не крупных. Ну, судак второй, ребят, в сезоне, блин, круто вообще. Этот еще покрупнее. Протестирую баню, ставлю на ход, ребят, плюсую. У кого есть возможности, ставьте. Я прям буду почаще этим заниматься, потому что вот первый раз попробовал, мне очень понравилось. Есть большая палатка, это как будет жилой комплекс, а вот эту буду брать на автоном, неважно, весна, осень, буду париться, буду мыться. Вообще круто, вообще ощущения вообще бешеные. Так что вторую печку надо просто приобрести, и все, будет отлично. Ну все, собрались, ребят, поднимаемся. Сейчас немножко по тайге. Парни сказали, березовых веников соберем. Сегодня же праздник. Мы сделали его достойно, правильно. Все, братцы, прощаюсь. Всем удачи. Ну и пока. Ну вот так еще немножко мусора. Даже не с берега поднимаю, да, Андрюх? И сюда высыпаю. Хотя рядом машина.